Здравствуйте, уважаемые делегаты съезда, здравствуйте, уважаемые гости, друзья Эрзянь. Очень много желающих заполнили анкеты для участия в съезде, но, к сожалению, не все смогли приехать. И подробнее об этом я попрошу рассказать Инязура Боляяни Севиса. Этот съезд мы планировали очень давно. Мы его должны были провести в Российской Федерации в июле этого года. Но, к сожалению, уже в декабре прошлого года стало понятным, что проведение съезда в Российской Федерации невозможно. Потому что с места рязани говорят, что просто даже попытка организовать выборы воспринимается как посягание на устои Российской Федерации. Тогда мы надеялись провести его как-то так по-другому в Российской Федерации, но этого тоже не получилось. И в конце концов Совет старейшин Эрзянский понял, что дальше мы не можем тянуть, что мы об этом дальше будем говорить, что у нас уже нет никакой надежды найти какой-то компромисс с властью или хотя бы оставаться законопослушными. И поэтому приняли решение провести съезд здесь, в Эстонии. Мы благодарны эстонской стороне, благодарны жителям Эстонии, благодарны Оливеру Лоте, без этого, без группы Урали, этого съезда не мог бы и быть. Организация было сложно. И желающих приехать в Эстонию было на самом деле очень много. Сразу отсеялись те, кто из России. Из России удалось приехать только Арпаду Валдажу, и то это было очень трудно, потому что любое пересечение границы европейской воспринимается жителями Европы как въезд оккупанта или агрессора. То есть нет разницы. И была трудная ситуация, Арпад вынужден был в Турции оказаться в аэропорту, где нет ни связи, ничего. И опять же спасибо нашим эстонским друзьям, ему получилось приехать. Арпад Валдаш, кстати, это автор этого учебника «Наставлю себе удовольствие». Я думаю, мы должны его поблагодарить сегодня за это. И у него еще другие учебники есть. Я могу рассказать, как мы пересекали польскую границу. У нас работает моим пресс-секретарем Елена, это по Егиненко Рязанской. И она гражданка России, у нее вид на жительство в Украине, у нее двое детей и муж украинец. И когда мы на польской границе показывали свои документы польским пограничникам, все было хорошо. До тех пор, пока они не увидели паспорт Елены. Они поменялись в лицах, они стали злые, раздраженные, ничего не объясняя, не вступая в переговоры, ее просто вывели там, за забор решетчатый, посадили в машину и отправили назад в Украину. Вот такое отношение. С одной стороны, понятно, что граждане России заслуживают такого отношения, если говорить усредненно, но все-таки мы видим, что это касается и наших эрзян тоже, и это важно. Украинская власть тоже не выпустила наших эрзян, возраст которых потому что призывают, они мобилизованы. Поэтому мы не видим сегодня здесь уже Масункиря, который должен был вести съезд, так мы планировали, он все знает, он умеет. Мы не видим здесь спикера Дмитрия Левуся, мы не видим здесь Богдана, мы не видим здесь нашего солдата Артема Рыжикова, мы не видим здесь Руслана Гирина, мы не видим здесь, еще мы не видим здесь один из наших делегатов, его зовут Алексей, и эрзянское его имя Ледяй. Это военнослужащий украинских вооруженных сил сегодня. Это человек, который воевал за Украину уже. Это он сам гражданин Беларуси. И когда он после окончания контракта вернулся в Белоруссию, его посадили на 2 с лишним года за то, что он воевал на стороне Украины. И вот он должен был ехать делегатом на наш съезд. Часть с подразделений ставят под Черниговым. Мы приготовили, опять же мы договорились с эстонской стороной, я не устану благодарить за это. Ему была сделана виза, он был готов ехать, и незадолго их подразделения переводят на фронт.
И он мне сказал, что вот мой командир меня ни за что не отпустит оттуда. Но мы выяснили, кто командир, и я сказал ему, что Алексей, мы можем поговорить с командиром, мы знаем, кто это такой, и тебя могут отпустить. Он сказал, что я не имею морального права оставить своих друзей здесь, когда они подвержены такой опасности. И он не поехал. Он записал видеообращение для съезда, к съезду. Когда понял, что не может ехать, но мы будем смотреть видео после обеда, не сейчас, по нашей программе. И после того, как мы поговорили, он отказался категорически ехать, и через 2 дня, 26 числа, его убили, и он погиб. Похороны состоятся после нашего приезда. То есть вот это показывает, в какой ситуации проходит наш съезд. Наш съезд. Я прошу почтить память Алексея, Алексея, эрзянское его имя Ледяй. Ледяй имеет 2 значения. Это и стрелок, тот, который стреляет, и жнец, тот, который косит. То есть он вот такой и был. Я прошу почтить память Алексея словами минуты молчания. Прошу садиться.